Эта правдивая история произошла на территории Мекки более 100 лет назад. Я не знал про нее, пока не прочитал ее в изданиях саудовских газет. Когда я поехал на умру, я увидел одну газету с таким заголовком «Почему ты оставил свой свет позади себя?». Это было интересное название, которое привлекло мое внимание и побудило прочесть эту статью. Почему вдруг оставил свет позади себя? Что это значит? Одно время в Мекке жил один богатый человек, у которого было много денег. Он жил в ту эпоху, когда было развито рабовладельчество. В то время считалось обычным иметь у себя раба или слугу. У этого богатого человека тоже был свой раб, который помогал ему во всех делах. Его хозяин был религиозным человеком. Когда по утрам звучал азан на утреннюю молитву, раб будил его и приносил ему воду для омовения. После того, как хозяин делал омовение, его раб зажигал лампу и шел с ней впереди хозяина, освещая ему дорогу в мечеть. В то время еще не было электричества и фонарей на улицах, а на дороге было полно камней и препятствий. Поэтому раб сопровождал его в темноте до самой мечети. Этот юноша прослужил своему господину больше 20 лет. Однажды, когда они шли на утреннюю молитву, его господин, немного помолчав, сказал: «Слушай, Саид». Саид, так звали юношу, который был рабом. «Слушай, Саид», — сказал хозяин, — «я написал в своем завещании, что ты освобожден от рабства, когда я умру. Это будет тебе наградой за твою искреннюю службу мне за все эти 20 лет». Но что странно, юноша не обрадовался этой новости. Он не поблагодарил хозяина и не был счастлив тому, что сказал его господин. Он промолчал и не сказал ни слова. На следующее утро хозяин, как всегда, проснулся на молитву, и его раб, как обычно, зажег лампу, и они отправились в мечеть. И тут случилось неожиданное. Его раб стал идти позади, а не спереди. Хозяин не видел дорогу и не мог понять, почему его раб идет позади него. Он удивился и спросил: «Саид, что с тобой? Почему ты не освещаешь дорогу передо мной?» «Господин мой, ты сам оставил свой свет позади себя. Ты пообещал мне свободу после твоей смерти, но ты не подарил ее мне при жизни. Вместо того, чтобы желать тебе долгой жизни, ты заставил меня надеяться на твою кончину, для того, чтобы я смог стать свободным. Я и так собирался служить тебе до конца. Я же прослужил тебе 20 лет, хотя ты никогда не говорил со мной об этом. Однако, когда ты сказал мне об этом, ты сам заставил меня желать твоей смерти». Эти слова потрясли хозяина, и он сказал рабу: «С этого момента ты свободен, Саид». Саид ответил: «А я с этого момента теперь твой покорный слуга. Что я хочу вам сказать? Есть много людей, которые оставляют свой свет позади себя. Они говорят: когда я стану старше, я это сделаю, или когда я умру, пусть раздадут мои деньги беднякам. Но почему бы вам не раздать их, пока вы живы? Многие люди говорят: я, иншаллах, сделаю в будущем что-то хорошее, я, иншаллах, сделаю это и то-то через 10 лет. Но почему вы не ставите свой свет впереди себя, а оставляете его позади на потом? Подумайте, почему вы оставляете его позади? Поместите его перед собой, и он станет освещать ваш путь. Почему мы никогда не думаем совершить что-нибудь хорошее прямо сейчас? Почему мы откладываем хорошие дела на потом, на несколько лет позже? Делайте добро сейчас, чтобы ваш свет был впереди вас, чтобы вы смогли его видеть. И тогда вы непременно увидите перед собой улыбку надежды. Всего вам хорошего. Ассаляму алейкум.